В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба встретился с представителями русских общин в Абхазии. Община должна работать во благо тех людей, которых она представляет, и самой страны, где они проживают. Необходимо сесть всем вместе и безо всяких упреков друг к другу начать диалог об объединении, сказал президент. По мнению чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева, необходимо создать рабочую группу для решения двух задач. В первую очередь требуется провести инвентаризацию всех организаций для понимания численности людей, входящих в каждую из них. После этого необходимо начать подготовку объединительной конференции с участием большинства организаций, отметил Семен Григорьев. Он также добавил, что всем представителям русских общин необходимо создать единый союз организаций. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Процесс внедрения системы и учета паспортов граждан Республики Абхазия завершен. Проект реализован Кабинетом министров Абхазии совместно с акционерным обществом «Госзнак». По итогам совместной работы была проведена пресс-конференция. Подробности у наших корреспондентов. Это знаковый проект, в котором использованы как программные, так и аппаратные решения, разработанные в Российской Федерации. Проект уже запущен и успешно реализовывается на территории Абхазии. 250 тысяч паспортных книжек нового образца и 50 тысяч бланков вида на жительство, изготовленных акционерным обществом «Госзнак», поставлены в республику в 2015 году. В настоящий момент выдано порядка 18 тысяч паспортов. Процесс приема документов, изготовления паспортов и его выдачи продолжается. Вот вначале это был тестовый режим, сейчас уже вышли практически на промышленную выдачу. То есть процесс идет, система работает, наши партнеры контролируют этот процесс, смотрят, если какие-то технические неполадки или программного обеспечения неполадки, тут же устраняют совместно с нашими партнерами. Реализован механизм дактилоскопии при оформлении идентификационных документов. А это значит, что в соответствии с законодательством республики заявитель, предоставляя пакет документов на получение паспорта нового образца или вида на жительство, обязан сдавать отпечатки пальцев с последующей верификацией при выдаче ему готового документа. О проделанной работе за 2 года в Абхазии на пресс-конференции рассказал генеральный директор акционерного общества «Госзнак» Аркадий Трачук. Прошедший год проект был полностью завершен. Что он в себя включает? В рамках этого проекта был развернут единый центр персонализации документов в паспортном управлении столицы, где централизованно осуществляется персонализация документов, изготовление финального документа, паспорта и вида на жительство. Развернуто 13 пунктов сбора персональных данных, где люди могут подать заявление, и, соответственно, каждый не только подается заявление, проверяются все документы, и заверенной электронной подписью ответственного сотрудника паспортной службы эта заявка отправляется для персонализации. В связи с окончанием процесса внедрения, выпуска и учета паспортов граждан Республики Абхазия прошло подписание протокола о намерениях по оказанию акционерным обществом «Госзнак» технической поддержки по дальнейшему развитию важной для нашей страны системы. Работы по осуществлению проекта «Система автоматизации выпуска и учета документов граждан Республики Абхазия» проводились с 2015 по 2017 годы. Граждане Абхазии должны подать документы на получение паспорта нового образца или вида на жительство до 1 декабря 2017 года. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы текущего состояния и перспектив развития РУП «Международный аэропорт Сухум» имени Ардзенба обсудили в торговом представительстве России в Абхазии. Торгпред России ознакомил директора аэропорта Вячеслава Эшба с предложениями российских компаний, предлагающих комплексные решения вопросов модернизации малой авиации. Вячеслав Эшба отметил большой потенциал аэропорта и необходимость поиска инвестиций для его ввода в эксплуатацию. По итогам встречи были достигнуты договоренности о совместной работе по поиску инвестиций и проведении бизнес-миссии российских компаний в Абхазии.
В образовательном центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачпа при поддержке президента Рауля Хаджимба уже 4-й год работает проект «Школа молодого политика». Сегодня участники этого проекта встретились с депутатами Сухумского городского собрания. О том, что же интересовало студентов, смотрите в материале Ренаты Шакая. Цель проекта «Школа молодого политика» – получить не только теоретические знания о политических процессах, но и узнать изнутри, на месте увидеть, из чего складывается политическая жизнь Абхазии. Все теорию знают, теория политики, теория политических процессов, проблемы, связанные с политическими процессами, но очень мало кто знает изнутри, что такое политический процесс Абхазии. Мы хотим, чтобы наши молодые люди знали не только в теории, что такое политика, политические процессы, но чтобы изнутри знали, чем занимается городское собрание, чем занимается народное собрание, чем занимается ЦИК, чем занимается наш кабинет министров. То есть мы очень надеемся, что вот так нас примут, и мы будем знать, кто чем занимается. В проекте принимают участие студенты, юристы, экономисты, международники, историки. Принимает участие и работающая молодежь. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля рассказал слушателям о работе горсобрания. В течение года бывает столько разных проблем, городских, аварийных и всех остальных, чаяния людей. На это очень трудно повлиять депутатам, поверьте. Потому, наверное, очень много, я корпусом говорю, я 2-й созыв, и новые коллеги, когда почему так? Я вам говорю, смотрите, коллеги, сколько до вас было депутатов, 6-й созыв, 25 человек, было 16, огромная масса. Где эти люди? Ведь люди не избирают на своих участках кого-то нехорошего, всегда избирается лучший, наиболее, кого люди знают, кому они верят. Всегда он получает наибольше голосов, и обычно он выигрывает. Такая практика. По-другому у нас не получается. Они не смогли себя проявить толком, не получается. Законодательство не дает таких мер. Депутатам полностью то, что у вас на душе, то, что ваши чаяния, то, что вы планируете, я вас немножко расстраиваю, но я хочу, чтобы вы понимали реалии. И потому, на самом деле, в течение года в это обращение очень трудно. Все у нас финансировано. И закон я перед вами положил. Там статья 15 говорит о полномочиях депутатов. Полномочия тут расписаны. Но далее в этом же законе есть полномочия администрации. Там все намного расширено. Там единоначалие, там направление средств, все финансирование, все на усмотрение главы администрации, на усмотрение самой администрации и чиновников, которые назначены на те или иные должности. Депутатам очень трудно что-то пробиться, но при всем, силой характера, совместными тут решениями, немножко торгом, нормальным политическим торгом. На встрече обсудили как политическую, так и экономическую ситуацию в республике. Депутаты рассказали о годовом бюджете города, о проделанной работе и о проблемах, которые необходимо решать. Каждый депутат должен состоять как минимум в 2 комиссиях. И в рамках этой комиссии, естественно, поступают различные вопросы и с администрации, и со стороны наших жителей. Мы их рассматриваем, выносим на очередное заседание и там уже принимаем решение. То есть мы больше привязаны к нашим жителям. Мы простым языком представители нашего района, города в городском собрании. Участники проекта «Школа молодого политика» выразили надежду на то, что встречи с депутатами и представителями политической элиты страны станут традиционными, так как, по их мнению, необходимо перенимать накопленный опыт. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 21 июля в 11 часов в здании Верховного суда. Об этом соответствующее решение приняла экзаменационная комиссия судей Абхазии. Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать заявление в экзаменационную комиссию судей Абхазии. По дополнительным вопросам можно обратиться по телефону 77 94 65.
Почетное консульство Республики Абхазия открылось в Ростовской области. Консульство возглавил почетный консул Адик Аршба. По его словам, создание консульства обусловлено необходимостью развития взаимоотношений с областью. Нам хотелось сделать упор на развитие экономических отношений с таким крупным регионом, как Ростовская область, отметил в интервью одному из российских телеканалов Адик Аршба. Он также отметил, что одним из важных направлений развития взаимоотношений будет туризм. Нам, конечно, хотелось бы сделать упор на развитие наших экономических отношений с таким успешным, крупным нашим соседом, как Ростовская область. Мы, конечно, всегда радуемся за успехи Ростовской области, и хотелось бы, чтобы у нас какая-то часть этих успехов была совместной. Чтобы вы понимали, в Абхазии на сегодняшний момент в Российской Федерации 2 почетных консула. Это у нас есть почетный консул в Нижегородской области. И вот, как вы правильно сказали, недавно произошло назначение, появилось консульство в Ростове-на-Дону. То есть это осознанный шаг, это осознанный выбор. Мы надеемся, что это решение было принято правильно и не зря. Жители района Синоп в Сухуми 3 дня оставались без питьевой воды. Ситуацию удалось исправить сегодня лишь к 6 часам вечера. О том, что же все-таки стало причиной столь длительного отключения и как удалось наладить водоснабжение, в материале на Алыкове. Как вы видите, сзади меня сейчас ведутся работы по изменению русла реки Киласур. Это вынужденная мера, чтобы открыть доступ к трубе, в которой произошла поломка, из-за которой более 1000 жителей остаются без питьевой воды уже 5-й день. Из-за сильных паводков уровень реки Киласур на этом месте поднялся на несколько метров выше обычного, что привело к поломке водопроводной трубы, которая просто-напросто не выдержала подобного натиска. В результате практически весь прилегающий район остался без питьевой воды. Местные жители попытались сами решить эту проблему, взяв у частного лица трактор для расчистки русла. Однако без помощи властей тут было не обойтись. 2-й день мы техникой обратились в щебеночный завод, который находится рядом. Они помогают, но не дает возможность подойти к трубе. Я думаю, сегодня, если даст нам подойти к трубе, мы его отремонтируем. Генеральный директор МУП «Водоканал» Тенгиз Квициния говорит о том, что полноценной работе все еще мешают очень сильные потоки речной воды. Результат и сроки работы зависят исключительно от погодных условий. Ко мне в понедельник обратились граждане, жители данных районов с вопросом о том, чтобы мы решили эту проблему. Нами были стянуты силы, Гулерипского района, так как насосная станция относится и подведомственно администрации Гулерипша. Также были стянуты силы водоканала города Сухум. Местные же жители в это время пытаются справиться со сложившейся ситуацией подручными средствами. В ход идут ведра и бутылки, которые они вынуждены наполнять из кранов соседних домов и на остановках. В пятницу во 2-й половине дня вода прекратила идти. И вот уже сегодня у нас среда, воды не отходим, набираем воду. Ну вот там на остановке сколько это метров? Старые, пожилые, дети, инвалиды. Конечно, мы все понимаем, что это все после дождя, все это понятно, но раньше никогда у нас такого не было. Восстановление бесперебойной подачи питьевой воды не прекращалось. Как сообщил нам по телефону директор МУП «Водоканал» Тенгиз Квициния, к 6 часам вечера ремонтные работы благополучно были завершены и снабжение района питьевой водой восстановлено. Он добавил, что сотрудники будут следить за ситуацией. На Алыкове, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Известные герои сказки Шарля Перро «Красная шапочка» ожили на сцене Абхазского драматического театра в исполнении актеров Осетинского драмтеатра. Труппа несколько дней находится с гастролями в Абхазии. На спектакле побывали и наши корреспонденты. История, рассказанная уже сотни раз, не перестает удивлять публику. Судьба маленькой девочки, обманутой серым волком, разыгрывалась снова и снова на мировых театральных сценах. На ней выросло множество поколений детей. Так, в собственном прочтении, но при этом строго следуя закону жанра, Осетинский театр рассказал эту простую и в то же время поучительную историю абхазскому зрителю. Дети приняли хорошо знакомую сказку на ура. Одна из особенностей – прямое общение со зрителем. Результат – обратная связь. Меня листок несу, самый сильный я в лесу, и боюсь одну лису. Знаете, вот что меня поразило?
как дети, с какой радостью они шли на эти спектакли. Вот поэтому наш приезд обусловлен именно этим. И там была одна маленькая девочка, я всегда про это говорю, одна маленькая девочка, она такая, просто ангелочек. Она вышла на улицу и начала плакать. Папа, я еще хочу. И вот мы исполнили ее просьбу. Мы приехали еще раз. «Красная шапочка» в исполнении Осетинского драматического театра однозначно нашла отклик в сердцах местной публики. Она понравилась как детям, так и их родителям. Мне понравилось, как Красная Шапочка пошла к бабушке, и к ней встретился ежик. И потом, когда они спрятались в сундуке, и еще когда из ружья стреляла и еще когда бабушка с гирями вышла. Для осетинской труппы это уже не первое выступление на абхазской сцене. По признанию актеров, дружеская атмосфера, увлеченная публика и, конечно же, бурные аплодисменты – все это главные особенности местной публики. Как бы я не первый раз, я вообще, когда в театр пришла, первая пьеса это была детская сказка. То есть я очень много в своей жизни сказок сыграла. Я также всю жизнь играла Снегурочку, и для меня это не ново. Желаю всему абхазскому народу мира, добра и процветания. Театр просто великолепным. Северо-Осетинский академический театр имени Владимира Тхапсаева впервые посетил Абхазию в 1972 году. И именно тогда и зародилась дружба между абхазским и осетинским театрами. С тех пор осетинская труппа регулярно приезжает в Абхазию, радуя своими новыми постановками. Следующий приезд запланирован уже на осень текущего года. У абхазского зрителя появится возможность увидеть спектакли «Фатима» Костухи Тагурава и «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира. Аманда Поня, Тимур Гугохя, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.